Продолжаем наш разговор про смысл жизни. Я вспомнил, что в Фейсбуке гуляет 21 правило воспитания счастливых детей. Это история про то, что как быть с детьми, чтобы они потом не искали всю жизнь смысл жизни, не были разочарованы при его отсутствии. Я попробую быстро. Первое, не балуй меня, я ведь знаю, что ты не обязан исполнять каждое мое желание. Второе, не бойся быть со мной прямолинейной. Третье, не давай мне привыкать к плохим привычкам, отвыкать мне будет тяжелее. Не заставляй меня чувствовать себя так, как будто мое мнение не имеет значения. В такие моменты я начинаю вести себя еще хуже, и ты должна об этом знать. Это как бы ребенок обращается к матери. Не поправляй меня в присутствии других людей, я лучше воспринимаю, когда ты говоришь мне это наедине. Не заставляй меня чувствовать себя так, как будто мои ошибки — это страшные преступления. Не защищай меня все время от последствий моих поступков, я должен научиться понимать, что у действий бывает противодействие. Не обращай внимания на мелкие придирки, иногда мне просто хочется пообщаться с тобой. Не расстраивайся слишком сильно, когда я говорю, что ненавижу тебя. Я тебя не ненавижу, я просто бунтую против твоей власти. Не повторяй все по 100 раз, иначе я буду делать вид, что я оглох. Это моя любимая, видимо. Не давай опрометчивых обещаний, я расстроюсь, если ты их не выполнишь. Не забывай, что я пока еще не могу вдумчиво объяснить то, что чувствую. Не требуй от меня правды, когда сердишься. От страха я могу случайно обмануть тебя. Не будь непостоянной, меня это сильно портит. На самом деле, конечно, когда родители непредсказуемые, у них меняется настроение, дети от этого очень нервничают. Не оставляй мои вопросы без ответов, я пойду все равно искать их в другом месте. Не говори, что мои страхи не важные, они мне очень важные. Не притворяйся совершенной, не совершающей ошибок. Я ведь расстроюсь, когда пойму, что ты не такая. Не думай, что извиниться передо мной ниже твоего достоинства. Когда ты извиняешься, если ты не права, ты учишь меня поступать так же. Не забывай, что я быстро расту, тебе придется перестраиваться очень часто. Не запрещай мне экспериментировать, я не могу без этого развиваться. И последнее. Помни, что я не могу вырасти счастливым, если меня не любят дома сильно, но ты это так знаешь. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Илья. Да, Илья. Вы знаете, у меня такой вопрос. Как сказать, зачем вообще нужны такого плана передачи? То есть, точнее, даже не передачи, а ваша профессия. Как сказать, то есть, если человек не может в себе разобраться, и он прибегает к помощи кого-то извне, это какая-то, так скажем, для нас, для россиян, да, это как бы чуждо, да, то есть, это из Америки пришедшие, то есть, там вот психотерапевт помогает там пользоваться. А у нас всегда, как бы, изначально всегда можно было пообщаться с друзьями. То есть, если человек обращается к кому-то незнакомому, то есть, он друг. Так, да? Априори. Так. То есть, я вот слушал вашу сейчас всю передачу. То есть люди просто какие-то беспомощные. Честно говоря, я не понимаю их проблем. Илья, вот вы задали вопрос, зачем это нужно? У меня к вам встречный вопрос. Да. Когда у вас болит зуб, вы идете к друзьям пообщаться на эту тему или операция нужна? Чего вы к друзьям не ходите? Нет, это другое, да, это я передергиваю. Давайте я вам кое-что объясню. Значит, смотрите, психика является частью организма, как нога, зубы, рука, глаза. Более того, в каком-то смысле человек является частью мозга, а не мозг частью человека. Но у людей есть разделение, что когда у меня сломана нога, я иду к врачу, а когда у меня проблемы, то я иду или выпить, или к друзьям, что одно другому не противоречит. Ведь это вы хотели сказать? Я хотел сказать то, что если человек не может разобраться со своими... на самом деле, здесь даже дело не слово не проблема, а именно со своими чувствами. То, наверное, это как бы...
не знаю, не строго, но или ну, отсутствие какого-то внутреннего мира. То есть человек мало читал. А вы думаете, если он много читал, то у него богатый утренний мир, у него все хорошо в жизни после этого будет? Нет, он может найти ответы. Илья, вы, видимо, не с начала слушали передачу. Я же объяснял, в книгах смысла нет никакого, кроме как удовольствия от чтения. Вы это слышали? Нет, я может... Хорошо, давайте поговорим про вас. Вот вы в какой книге нашли для себя какой смысл, расскажите. Вот название, автор, название произведения и конкретно какой смысл вы нашли, прочитав книгу. Нет. Нет. Другие пусть ищут и читают. Нет. Чуть иначе. То есть, так скажем, обращаясь к классике, да, если я заболею, я к врачам обращаться не стану. Бардовская песня, да? Да. Вот. То есть... В медицине это называется самолечение. Обычно имеет плохие последствия. Илья, все, давайте завяжем. Это мы так можем целый час дискутировать. Вот поэтому я не люблю дискуссии, я не вижу в них никакого смысла. Но я абсолютно считаю, что Илья имеет полное право считать так, как он думает, это его жизнь, и пусть он распоряжается ей по своему усмотрению, и в этом он абсолютно прав. Я считаю, что смысл жизни в созидании. В момент созидания человек живет полной жизнью, это делает его счастливым, он живет своим делом, учебой, музыкой, поэзией, строительством, материнством, пишет Василий из Рязани. Но он просто живет этим. Он не думает в это время, что вы не поверите, даже там, принимая пациентов, или ведя передачу на радио, или читая лекции, у меня нет идеи, что я кому-то пользу приношу. Ну, то есть я могу предположить, что, наверное, от этого польза есть какая-то. Но я это делаю по другой причине, потому что мне это нравится. Я не предполагаю, что я что-то созидаю в этот момент. Я делаю, и я бы не стал делать. Иногда бывает, не знаю, там, нет у человека денег, примешь его бесплатно. Вот тут, понимаешь, созидаешь, помогаешь людям. А так вот просто я работаю, нравится мне моя работа, и все. И дальше мой мозг не идет, он не пытается сделать из этого ни великую идею, ни какой-то смысл. Просто человек делает то, что ему нравится. Дальше вы можете воспринимать эту деятельность как угодно. Польза, вред, смысл, отсутствие смысла, созидание, разрушение. Но когда человек сам себя реализует, он так себе голову сильно не забивает вопросами, вот в чем смысл, брат? Вот то, что ты делаешь, это вообще нужно кому-то. Это нужно мне, поэтому я это и делаю. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Михаил, я хочу сказать, мне 40 лет, что вы мне очень нужны, и Елена Новоселова, все мне очень нужны, потому что вот у меня сейчас такой кризис, видимо, среднего возраста, и как-то его переживаю по-мужски. Более того, я сейчас без работы, и в экономике кризис. И как-то я вот осталась без работы, и я поняла, что и в плане самореализации у меня не очень все хорошо. Я даже не знаю, куда мне дальше идти и двигаться. И чем вы занимались, Светлана, когда вы работали? Офисный планктон, так скажем. Ну, а конкретнее? Я делопроизводителем работала. Ну, мне нравилось. В крупных компаниях работала, ходила в дорогих костюмах, на шпильках. Ну, мне как бы устраивало все. Как женщина себя чувствовала, почему-то в этой профессии реализована. И сейчас вы не можете найти себе эту работу? Ну, по сути, секретарство 40 лет, да. Вот. И все, я достаточно умна, чтобы осознавать, начитана, как вот это, почему, я не знаю, укором это стало вот этого предыдущего слушателя, чтобы осознавать, что, критично оценивать себя, этот мир и себя в нем. И я даже, как-то надо апгрейд, видимо, какой-то сделать. На самом деле, я просто всегда думаю, где взять денег. Короче, я хочу сказать, что вот настолько я ранимый и чувствительный человек, вот эта вся ситуация с курсом, с экономикой, с кризисом, меня просто медленно убивает. Странно, что я еще не алкашка, но я неравнодушна при этом к телевизору, потому что во время просмотра, я очень много смотрю, только вот тогда у меня отключается тревожность и все вот эти мысли ужасные.
просто ну, как бы мне хочется вас взять и выключить эту жизнь, сказать, все, я пошла, у меня ничего не получилось. И только во время просмотра телевизора как-то мне комфортно в душе, и я как бы ни о чем таком плохом не думаю. Светлана, вопроса не будет. Нет, вопрос... я заблудилась, не знаю, что делать, вы же психолог. Я вас очень люблю, потому что вот такие передачи, я вас слушаю, они прям так помогают. Ну, я надеюсь, но вы же скажете, что делаете в передачах, что кругом кризис, курс доллара, курс рубля, я не знаю, как с этим жить. Это же неправда всего, понимаете? Что на самом деле дело в вашей голове происходит, курс доллара никак не влияет на то, что вы, например, не работаете. Потому что если вы делопроизводитель, у вас есть опыт работы, то, наверное, вы нужны где-то. Просто вы сами, наверное, зачарованы и не хотите больше этим заниматься, говоря, что зачем мне секретарша в 40 лет. Я правильно вас понял? Ну, да, видимо... То есть вы не имеете работы не потому, что ее нету, а потому, что вы не хотите. Ну, может быть, да я уже на любую работу. А что же вы не вышли на любую работу? Вы знаете, что даже при этом кризисе на заборе просто тонны объявлений. Можете метлой махать, например. Я очень долго работал дворником в своей жизни. Непонятно. Это, я думаю, проблема, вот вы правильно сказали про чувство тревожности, которое вас не отпускает. Вот это может быть причиной. А какие-то внешние обстоятельства, типа как я сейчас живу с таким курсом доллара, это какая-то странная идея. Добрый день. Касается смысла жизни. Как избавиться от иллюзий тех шаблонов, которые были вбиты в голову в детстве в школе? Происходит так, что постоянно оборачиваешься назад и сравниваешь, что имеешь теми установками, которые под положительным или отрицательным знаком были вшиты в те счастливые детские времена. Происходит внутренний конфликт, как хочется и как надо. Фраза прямо из фильма «О чем говорят мужчины». Спасибо, Герман, Москва. Ну, вам спасибо, Герман, за вопрос. Как избавиться от иллюзий тех шаблонов, которые были вбиты в голову в детстве? Для этого надо сказать себе, что я уже большой мальчик. Я завязываю вспоминать, что мне было в детстве, потому что это очень инфантильные позиции. Как, помните, Леонов говорил, это вам не дядя заговорил по материнской линии. То есть как бы у вас есть, Герман, своя, я не знаю, сколько вам лет, но думаю, больше, чем 18. У вас есть своя жизнь, вы взрослый человек. Получается, когда не складывается, что-то не получается, это иллюзии шаблоны, это мне вбили в голову. И типа я вот жертва этих установок. Да нет, конечно. Дело в том, что даже если родители об ребенка бычки прижигали, это не значит, что он должен потом жить этим. У него есть своя жизнь. Первое, что вы должны сделать, сказать, я никак не завишу ни от иллюзий, ни от шаблонов, и никто мне ничего в детстве не вшивал в голову. Я живу своей жизнью, и если у меня есть какая-то проблема, она только моя, и я понимаю, в чем она, и я ее решаю. А это, получается, история о том, что я не понимаю, что со мной происходит, думаю, скорее всего, мне это вбили в детстве. Конец рассказа. Так, если вы чувствуете, что что-то вас не пускает из детства, значит, идите к психологу и занимайтесь проблемами детства, что вас отпустило. Добрый день. Алло. То есть счастье — это жизнь без смысла и без мысли о смысле. То есть чем глупее, тем счастливее. Таким людям живется, спрашивает Надя. Надя очень тонко и грамотно подменяет понятия. Дело в том, Надя, что если вы считаете, что признак ума — это задавание себе вопроса и большое количество мыслей в голове, то вы глубоко ошибаетесь. Это никак не коррелируется с мыслями о смысле. Так прямо какая-то мысль о смысле. Просто как мысль о мысли с точкой еще с буквой «С» впереди. Нет, Надя, глупость здесь ни при чем. Глупость не равняется счастью. Дело в том, что люди – существа эмоциональные. У человека есть огромная эмоциональная сфера. Когда он живет в гармонии с собой, с окружающим миром, он живет эмоциями, он живет переживаниями, радостями. Не только, кстати, радостью, и грустью, и печалью – это и есть его жизнь. Как только там что-то не складывается, он начинает рационализировать. Запомните это слово. Рационализация – это попытка рационально оценить, что не так. То есть вы жили-жили, вот вы же ходите, вы же не думаете, как вы ходите, вы же автоматически ноги передвигаете. Представьте себе, что человек там
разучился ходить. Нога была сломана, отрезана, у него протез. Вот полгода провалялся в гипсе. Вот он начинает ходить так, как будто он начинает думать, как ему поставить ногу, куда поставить ногу, как перенести вес туловища, чтобы не сломать еще раз ногу и так дальше. Вот так и в жизни. Когда вы живете, вы это делаете эмоционально. Когда у вас не складывается, вы пытаетесь мозгом понять, что не так, что-то менять и так дальше. И это не от того, что вы такая умная, а от того, что у вас просто все плохо, и вы не можете просто жить. Тогда на помощь приходят как бы мозги, хотя мозг и эмоциональной сферы заведует и рациональной. Мы так принято говорить, типа включи мозги, то есть начни думать, да. И в это время вы пытаетесь все рационализировать, то есть придать всему смысл. К сожалению, это очень быстро делает вашу жизнь ущербной, потому что эмоционально вы не живете полноценно. У вас эмоции подавлены вашими размышлениями. От того, что вам плохо, вы не знаете, что с этим делать, вы не знаете, как найти выход. Мысли путаются, потому что эмоции не дают возможность как бы нормально выстроить какие-то истории. А самое главное, что вместо того, чтобы жить, все происходит в какой-то рационализации, в обдумывании, в анализе, в попытке понять. Это потому, что человеку просто плохо. Добрый день. Алло. Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Катерина, звоню вам из Красноярска. Угу. Михаил, знаете, у меня такой вопрос. Некоторое время назад я осознала и призналась себе, что у меня есть проблемки с самореализацией. Вот. А именно, я понимаю, что запрещаю себе заниматься теми вещами, которыми мне действительно хочется. Ну, например, я давно хочу прочитать какую-то книжку, но всегда нахожу дела поважнее, в кавычках, конечно, да, погладить, например, рубашки мужу или приготовить какую-то еду, это, конечно, тоже важно, но я понимаю, что очень часто я просто запрещаю себе заниматься тем, что действительно хочется. Я, например, почему? Вот, не знаю. А что вы, например, любите? Что вам хочется? Например, мне очень нравится читать. Я вот сейчас погрузилась, у меня были проблемы с женственностью, и сейчас я погрузилась именно вот в тему женственности. Мне очень нравится читать книжки на эту тему. А зачем вы себе запрещаете? Что? Зачем вы себе запрещаете? Не знаю, я понимаю, что в настоящем... зачем мне тратить на это время? Лучше я сделаю что-нибудь полезнее. Вот. И очень часто бывает так, что я много-много-много чего делаю по хозяйству, по дому, то есть много-много хлопот. Потом устал, и мне даже муж говорит: Кать, да вот не надо, не делай этого, просто полежи, просто почитай, просто не знаю, займись тем, чем хочется. Я понял. Рассказать вам, почему с вами это происходит? Почему? У вас высокий уровень тревожности, вы не можете расслабиться. Вы не то, что себе запрещаете, вы не можете получить удовольствие от того, что просто лежите и читаете. И вы все время что-то делаете. Есть такой у меня любимый анекдот. Рабинович, что вы все время ходите по камере? Вы думаете, если вы ходите, вы что, не сидите? Вам кажется, что вы все время что-то делаете, и вас как бы отпускает, потому что очень много энергии тратится. Понимаете, о чем я говорю? Ну да. А вот. Если я лежу, я потом... Ну да, там чувство вины может быть. Да, именно. Ну понятно, да. Это тревога. Это тревога. Это, кстати, ответ Илье, зачем нужны психологи. Вот мне интересно, как Илья может решить с друзьями вопрос тревожности. Просто хотелось бы на это посмотреть. Можно, конечно, выпить. И человек отпускает. Потом, правда, у него депрессия начинается. Так что вам нужно решить проблему с тревожностью, и заживете хорошо. Здрасте, Михаил. Подскажите, как вернуть желание жить? Я не вижу смысла в своей жизни, мне ничего не хочется, что с этим делать? С этим надо идти к психиатру, потому что то, что вы описываете, это очень похоже на депрессию. Когда человек уже жить не хочет, и когда он теряет смысл в жизни, и суицидальные идеи, это уже серьезные депрессивные проблемы. И здесь мы опять ответим Илье. Значит, насчет друзей и решения таких проблем. Смотрите. Вот то, о чем нам пишет наш слушатель, непонятно, Нел 17 Мар, неважно, тут только почта указана. Это очень часто и, как правило, слушайте внимательно, нарушение нейромедиаторного метаболизма
в коре головного мозга. То есть те нейромедиаторы, или как еще называют, нейротрансмиттеры, которые отвечают за наше состояние, настроение, поведение, с ними возникает проблема разная. При реактивной депрессии это в связи с какими-то трагическими событиями, смертью, болезнью, там еще чем-то. Есть разные виды депрессии, и причина, так сказать, до конца всех не изучена. Бывает ничем не мотивированные состояния. И тогда человек должен... ему внешне кажется, что он просто потерял смысл жизни. Он переживает вот это острое состояние, не знаю, горя, боли, ему плохо. И жизнь сужается до вот его этих переживаний, он не видит ничего вокруг. Это так видится ему жизнь. А врачу это видится нарушение метаболизма, то есть вырабатывание нейромедиаторов, там в основном серотонин, допамин и норадреналин, там что-то сбой произошел на уровне биохимии. И нужно пить антидепрессанты. Вот для этого нужны психиатры. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите, да? Хорошо, слышу, но вместе с вами я еще радиостанцию какую-то слышу. Я сейчас убавлю. Все это на компьютере было. Как вас зовут? Меня Николай зовут. Да, Николай, очень приятно. Ага. Такой вопросик. Во-первых, по поводу смысла жизни у меня вроде бы как все понятно, все ясно, там накопление сознания, последний танец со смертью, как по Кастанеде, ну и так далее. И ситуация такая. Я был, и есть довольно крупный менеджер, но меня скосила серьезная болезнь. Болезнь такого характера, типа туберкулез. И я уже 9 месяцев на излечении, но суть не в этом. Суть в том, что у меня есть сын, который вместе с женой вывозит всю эту тему, вывозит. А он талантливый человек. Что значит вывозит эту тему? Переведите мне. Стирают у меня одежду, привозят одежду. Понимаете, да, это все довольно серьезно. То есть заботятся об отце. Да, заботятся. Тем более мне пришлось лежать в довольно асоциальной, диспансере. Это где 80%, понимаете, дно. И все вытекающие обстоятельства. А в чем проблема? У нас минута осталась. Проблема в том, что он творческая личность, но он пьет. Что нам делать-то? А он творческая личность, его даже опубликовали в журнале. Совершеннолетний ребенок, сколько ему лет? Да, 23 года. Вы знаете, я могу выразить вам сочувствие, вы ничего не можете сделать, вы можете только поддержать ребенка. Вообще все зависимости, алкогольная зависимость, курение, наркомания, адреналиновая зависимость, зависимость от людей и отношений. Психологи считают, что все это следствие отсутствия поддержки у ребенка в детстве. Отсюда, собственно, склонность к любым зависимым. Включая, я еще забыл, лудоманию. Это игрозависимость. Если вы хотите помочь ребенку, то вы все, что ему нужно, надо его поддерживать, чтобы он чувствовал, что у него есть родители, которые его любят и которые его поддержат. А, к сожалению, это все, потому что идеи насчет лечить, скандалить или умолять, или бегать по врачам и спасать, это все пустое. Это он сам, когда решит, что он хочет, человек, что у него проблемы и зависимость, а не то, что он любит пить, и он хочет от этого избавиться, он это сам будет делать. Главное, чтобы родители в это время были рядом и смогли ему помочь. Добрый день, вы говорите, что счастливо можно прожить и последние несколько дней своей жизни. Мне кажется, что счастье – это путь, поиск потери, приобретение. Мне кажется, что счастье – это не константа, а движение, оценка, восприятие происходящее вокруг. Неужели можно стать счастливым? Мы ведь счастливы по определению, просто не нужно бояться, пишет Максим. Счастливым стать можно. Счастье – это вообще эмоция такая, состояние. Можно как трактовать. Счастье – это как острое переживание радости. Да? Оно не бывает там долгим по времени. Вообще надо избегать пафоса в словах, потому что достаточно гармонии с собой, с окружающим миром. Пусть там счастье периодически возникает, но это не цель. Добрый день. Алло. Здрасте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Ирина. Ирина.
Я вас слушаю. Да. Я бы хотела задать такой вопрос. Вот у меня сестра младшая, ей сейчас 33. Она родила погодок, то есть у нее 3 детей, то есть вот первый ребенок от первого брака и вот 2 детей. Соответственно, сейчас она вот разрывается на части, и никто из родственников ей не помогает. Я с ней общалась, мне просто очень, я за нее переживаю, потому что на самом деле такая ситуация непростая. Она, видимо, видела смысл в этом вот, да, в рождении детей. Соответственно, мы еще родственники христиане, да, аборт это грех. Вот как мне ее настроить на то, что вот она должна быть как-то счастлива, что ли, да, то, что она решилась на эти поступки. Хотя ей очень сложно сейчас с 3 детьми. И вот без дети маленькие, да? Дети маленькие, то есть старшему 8, а вот маленьким 2 и 1. Тяжело, конечно. Да, я думаю, ей никто не помогает, да. Что причина не в том, что она разочаровалась в смысле, да, она думала, она будет рожать детей, теперь она их родила и оказалась не готова, а в том, что ей просто тяжело физически, и ей не до радости, ей надо только помочь, я не знаю, как ее нужно настроить. Михаил, дело в том, что родители мужа, они вот православные, да, когда она забеременела, они сказали, аборт это грех, мы тебе поможем, а сейчас они, собственно, этого не делают. И, в общем-то, конечно, дети это благо, но, тем не менее, довольно сложно воспитывать детей без поддержки родных. А муж? Муж, вы знаете, он в командировках очень часто. Мы просто живем в разных городах, я бы с удовольствием помогла, но это вот нужно как-то, видимо, к ней приехать. У меня тоже 2 детей, поэтому тоже как-то сложно. Как ее настроить на позитив, да? Вот что дети скоро вырастут. Скоро вырастут. Единственное, что нельзя сделать, хотя и хочется припахать старшего, это может вызвать ревность. У него дети не хотят. Да, тем более, что старший это от первого брака, и как бы это... Но сложно. выразить ей сочувствие, по возможности помочь, а так сказать, да, что они вырастут когда-нибудь, проблем станет меньше. Мне кажется, что... Вот Дарина, между прочим, нам пишет, Дарине 13 лет. Мне кажется, пишет Дарина, что смысл жизни — жить для себя. Ведь очень многие принципы, которые уже устарели. Например, геи плохо, эгоисты ужасно, атеисты отвратительно. Я не являюсь ни тем, ни другим, но меня жутко раздражает, как люди к этому относятся. Мне также кажется, что смысл жизни еще и понять других людей. Но на самом деле, Дарина, тут я вам могу помочь, если хотите. Смысл жизни понять других людей бывает очень просто реализуется, когда вы понимаете себя, и другие становятся понятными. Помогать другим людям, отдавать себя им, пишет Андрей. Подруга недавно заявила, что смысл ее жизни — попасть в рай по православным канонам. Как правильно общаться с такими людьми? Подпись тоже прикольная, жена декабриста. Не знаю. Общаться надо правильно, как вы хотите, так и правильно. Жить и радоваться каждому дню, что близкие и любимые рядом. Развивайтесь и двигайтесь вперед. Я попыталась понять, есть ли у меня смысл. Прям скажу точно и четко не могу его озвучить, пишет Юлия. Смысл жизни — расслабиться, получать удовольствие от самой жизни. Мария из Орла. В поисках смысла жизни можно... О, кстати, хорошие слова. В поисках смысла жизни можно пропустить саму жизнь. Я вам, кстати, приведу пример про вышеупомянутого графа Льва Толстого, который всю жизнь угробил на поиск смысла. Как это выглядело в реальной жизни? Он считал, что нужно что-то хорошее делать, и вот для детей крестьянских из своей деревни он построил школу и сам с ними возился. При этом он не общался с родными детьми, пока они не взрослели. Как писала, по-моему, Татьяна Толстая, так лет до 20 никакого интереса он к ним не испытывал. Теперь смотрите картина. Дети выходят в доме на крыльцо и видят, как их папа, который с ними вообще практически не разговаривает, возится с совершенно чужими детьми. Вот у парня такой смысл был в жизни. Добрый день. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Хотел бы сказать, меня зовут Кирилл. Да, Кирилл. Спасибо вам огромное за передачу. Очень слушаю практически постоянно время. У нас сейчас такая, небольшую такую предысторию. У нас 3 детей, родители. Маме 59 лет, отцу вот в июне будет 60, и в четверг у нее случился инсульт, и, естественно, мать в очень тяжелом состоянии, эмоциональном, и, естественно, в физическом, в большей степени эмоциональном. И, естественно, там
пытаюсь поддержать ее. Я ей говорю, там, думай о внуках, у меня дочь и сын, думай о нас, думай и о себе, но ничего не получается, она как держит это все в себе, это все видно. И, пропуская через себя, она очень... Ей тяжело, в общем, очень. И мой вопрос, чтобы, может быть, вы могли бы посоветовать, сказать в такой ситуации человеку, который оказался вот в такой жизненной ситуации, и правильно ли сдерживать это все в себе, либо, наоборот, лучше все-таки поплакать, например, и как-то выговориться, или это все индивидуально? Нет, это объективно лучше в себе ничего не держать. А то, что касается слов матери, ей надо идти к психиатру, выписывать антидепрессанты, пить таблетки, чтобы ее хоть немного отпустило. Потому что напряжение растет, ее, так сказать, она же в себе все это переживает. И объяснить, что это должно время занять какое-то, и чтобы она так не страдала, таблетки могут и облегчить ее жизнь. А как вы думаете, она пойдет к врачу? Что, простите? Пойдет она к врачу? Если к врачу, да, я думаю, она пойдет. Ей надо пить антидепрессанты. Я общался с людьми, которые пьют антидепрессанты, я это все видел, и лично я к этому негативно отношусь. Но маме тяжело, понимаете? Слушайте, я вот такой сейчас пример вам дам, чтобы вы поняли. У отца инсульт, дай бог, он поправится, восстановится. Я ездил сейчас в Израиль читать лекцию. И вдруг встал во время лекции человек и говорит: у меня такой вопрос. У меня 10 лет назад погиб сын на войне. Вот я думаю, что я виноват в том, что я его привез сюда, в том, что разрешил ему служить в боевых частях и так далее. Вот первое, что мне пришло в голову, что он должен пить антидепрессанты. Ему никак нельзя помочь. А эта боль будет у него всю жизнь сопровождать, у него сын умер. Можно чего угодно говорить, ходить по психологам, поддерживать, он с этим живет. Но если бы он хотя бы начал, это гораздо здоровее, чем бухать, начал бы пить препараты, то хотя бы ему было, так сказать, немножко легче жить. Вот поэтому я предлагаю и вам предложить маме вашей, слава богу, отец ваш жив-здоров, но инсульт, чтобы она легче это переживала, по возможности пить таблетки, но для этого надо врач, который их будет прописывать. Михаил, как в поисках себя и своего смысла жизни отделять реальные желания от желаний, продиктованных страхами, спрашивает Дмитрий. Хороший вопрос. Когда страхами продиктованы, это уже не желание, это как раз поиски смыслов. Это вы придумываете целую схему. Но, в принципе, тут было до этого тоже сказано где-то на мониторе, я пропустил это, что когда человек... Как бы избавиться от страхов? Потому что человек не может себя реализовать, не может быть счастливым, если он обслуживает страхи. От страхов надо всегда избавляться, потому что они тянут вас назад, они создают проблему, не дающие никому не то чтобы быть счастливым, а хотя бы минимальную радость извлекать из жизни. Люди, которые живут страхами, у них психология избегания. Они не сколько живут, сколько выживают. Потому что они тратят все силы на то, чтобы избегать то, чего они боятся. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я в эфире, да? Вы в эфире, Елена. Ой, отлично. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я ваша поклонница, прослушала кучу лекций всяких ваших и много подчеркнула. Спасибо еще раз. У меня вот такой вопрос. Вы знаете, мне 45 лет, я была замужем, 2 раза официально, 2 раза у меня были достаточно серьезные отношения, то есть мы жили вместе, без заключения брака. Вот, и все это время все эти разы были, неудачные отношения, то есть это все кончалось разрывом, болезненно, и, в общем, я обижена была и долго восстанавливалась. Сейчас у меня все в порядке, я хорошо выгляжу, я состоятельная, обеспеченная, не выгляжу на свой возраст, и, мужчины хотят со мной отношений, а я, я не знаю, я себя ловлю на мысли, что вроде как и надо бы, да, замуж, да, надо бы как-то вот вроде и вместе, да, потому что все подруги-то у меня замужем, вот, и довольно успешно, вот. А с другой стороны, я пытаюсь вот в потенциальных кандидатах найти какие-то изъяны, что ли, заранее предсказываю неудачу. Как от этого избавиться и вообще возможно ли это? И сегодня я еще узнала, что у меня повышенная тревожность.
Но, кстати, я вам хочу сказать, что причина, по которой вы ищете изъяны у мужчин, это страх перед отношениями, так как у вас были предыдущие отношения неудачные, и вы в какой-то момент стали бояться, что сейчас все будет повторяться. Вы, ну так, психика, она совершенно это делает, не спрашивая нашего мнения, сама, бессознательно начинает... А что такое изъян? Да, это попытка найти причину, чтобы соскочить. Как бы вот я начинаю ввязываться в отношения, начинаю туда погружаться, а этот человек мне нужен, я без него уже как бы чувствую себя не так, как с ним, я от него становлюсь зависимой. Тут раз что-то такое щелкает, но у меня же это было, я потом долго отходила, потому что мы плохо расставались, и отношения были болезненные, я страдала. И тут психика говорит, ну смотри-ка, он уже рот полный. И вас тут же начинает отпускать. С одной стороны, вы не попадаете в зону страха, с другой стороны, вы не строите отношений. Как эту проблему решить? Не бояться, чем бы отношения ни закончились. Я вам приведу простой пример. Когда здоровый человек говорит другому «я тебя люблю», он просто рассказывает, что он чувствует. Это все. Да, ему будет приятно, если ему скажут «я тоже тебя люблю». Ему будет неприятно, если ему этого не скажут. Но говорит он не потому, что он что-то хочет получить взамен, а потому, что он так выражает свои чувства. Когда невротик говорит «я тебя люблю», то 99% смыслов, вложенных в эту фразу, это получить обратную реакцию. Он таким образом пытается понять, а как человек к нему относится. Естественно, если он не получает положительный ответ, для него это драма. Недавно, кстати, я прочитал, сказать «люблю» сложно, сказать «прости» очень тяжело, сказать «мне не наливайте» практически невозможно. А хочешь жить и радоваться, живи и радуйся, Анна из Барнаула. Ну да, это еще Козьма Прутков говорил, хочешь быть счастливым, будь им. Очень хочется найти любимое дело, которое будет увлекать и радовать каждый день. Люди, которые нашли такое дело, кажутся мне счастливыми. Как его найти? Этот вопрос мучает меня и никак не находит ответа. Людмила из Москвы. Людмила, а для того, чтобы найти счастливые... Ну, какое это дело? Ладно, бог с ним, со счастьем. Интересное дело. Вы должны быть интересны сами себе. Когда человек себе не интересен, он не может найти то, что ему интересно. Он берет то, что он может. А сколько у нас еще осталось? Я хочу... Минуточка? 2 минутки. Хорошо. Я хочу немножко подытожить наш разговор, потому что глубоко копнули, да, так, заявить тему как смысл жизни, конечно, это непросто. И разговор тоже такой немножко рваный получился. И очень, даже для меня, как для ведущего, не очень определенный, потому что люди по-разному к этому относятся. Многие вообще не очень понимают, к чему весь этот разговор. Что я хочу сказать? Первое. Когда человек озабочен этим смыслом, во-первых, дай бог, чтобы у него хотя бы был. Пусть он что-нибудь себе в голову вбивает в виде смысла, потому что когда он уже не видит смысла жизни, у нас было такое сообщение, когда он не видит никакого смысла, это уже здравствуй, депрессия, а в худшем случае еще здравствуй, суицидальные мысли. Типа, зачем жить, если смысла в этом нет никакого. Но, тем не менее, даже когда человек думает о смысле, это говорит всегда о том, что что-то у него какая-то проблема, что-то не так пошло. Это первое. Второе. Я хочу пожелать, чтобы вы просто жили. Что такое просто жить? Вот вы с утра встаете, у вас прекрасное настроение. Вы не спрашиваете, в чем смысл жизни. Вы знаете, что скоро вы будете завтракать, а еще через некоторое время вы побежите, задрав ноги, на любимую работу. Дальше вы будете прекрасно работать на любимой работе, потому что вы себя там реализуете. Вы послушайте, вы до сих пор не спрашиваете, в чем смысл. Потому что после этого вы идете домой, и дома продолжается такая же счастливая жизнь. Здрасте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Меня Елена зовут. У меня такой вопрос. Такая даже проблема. У меня сейчас есть отношения, но мужчина, он алкоголик. И к тому же он жесткий невротик и деспот. По этой причине мы сейчас вместе не живем. Но он говорит, что он жить без меня не может и хочет жить вместе. Но я предлагаю ему решить эту проблему, а потом уже жить с ним, потому что совместная жизнь, она настолько для меня, когда мы жили вместе, была трудна и психологически невыносима. И я вот хочу в связи с этим понять, может быть, это просто некая несовместимость чувства у меня есть к этому человеку, но я понимаю, что у него настолько тяжелый характер и он настолько проблемный,
Я хочу понять, могу ли я расстаться с ним, либо и как найти силы, чтобы расстаться, либо мне, может быть, если он решит свои проблемы, я смогу с ним жить дальше и не разрывать наши отношения. А почему вы так вопрос ставите? Вы сейчас не хотите с ним жить, правильно? Жить нет. Ну так расставайтесь, в чем проблема? Но у меня возникает какое-то чувство вины перед ним. Ну, и мне кажется, вот. Да, что мы Вот. могли бы, у нас могло все получиться, если бы не его Вы знаете эту проблемы. знаменитую поговорку, если у бабушки были бы яйца, это был бы дедушка. Не слышали Да. про такое? Да. Значит, вы сказали, вы себя очень гуманно повели. Вы сказали, давай. Кстати, очень правильно. И нас слушают другие люди, у которых отношения с алкоголиками, наркоманами и зависимыми в других областях гражданами именно в таком порядке. Сначала ты лечишься, потом дальше продолжаем разговор. Вы абсолютно правильно себя ведете. Это первое. Вы меня слышите? Да. Дальше. Он принимает для себя решение. Да, лечится, нет, не лечится. Ну, не лечится, разговор закончен. Это его жизнь, он делает свой выбор, дальше вы ничем помочь не можете. Он лечится. Вы хотите попробовать с ним пожить, да? Но он вылечивается. Если вы к тому времени будете еще свободны, будете пробовать. Но нет, значит, не судьба. А в чем здесь сложности? А вы знаете, он начинает давить психологически, он говорит, что не может без меня жить, и только когда мы Это съедемся, очень он плохо, начнет это очень лечиться. плохо. Не-не-не-не, это классика, это манипуляция невротическая. Если человек без вас не может жить, у него уже проблема. Вообще вот как есть такие, вот женщина, слышали, звонила в эфир, сказала, я безумно люблю. Вот слово безумно меня вообще напрягает. Там, ну, она хотела так выразить, подчеркнуть, насколько она глубоко любит, но слово безумно я понимаю буквально. То есть безумно. Так вот, если ваш бойфренд хочет с вами отношений, но он будет лечиться, пусть лечится. А это классика, это такие уловки, типа, давай сначала, а потом это уже. Но я бы не стал его в этом обвинять, потому что это заболевание. Алкоголизм — это болезнь психическая, понимаете? Да. Относится к химзависимостям. Поэтому вот ему так кажется, что вот если будет жить вместе. Нет, только не так. Сначала сам, потом дальше все остальное. Теперь про вас. Если вы к этому времени будете свободны, значит, будете пробовать. Если вы будете не свободны, значит, он вам и так не нужен. Понимаете меня, да? Угу. Теперь, как вообще быть в такой ситуации, когда человек не очень понимает ваши двойственные чувства, одновременно и хотели бы, и в то же время не можете. Когда человеку что-то становится неприятным, некомфортным, надо соскакивать. Вот как бы объяснение для себя является, что мне что-то не нравится. Более того, согласно моим правилам, вы можете один раз сказать, мне это не нравится. Если ничего не меняется, ну, до свидания тогда. Не надо стоять над душой и 2-3 раза говорить одно и то же. И самое последнее. Люди, живущие с алкоголиком, как правило, гораздо более проблематичны, чем пьющие их партнеры. Вы слышали про такое? Да. Так что то, что вы соскочили, это первый здоровый признак для вас. Если вы с ним жили вместе, у вас проблем было бы больше, чем у него. Все. Поехали дальше. Настя. Это кто-то кому отвечает. Как понимать, определять свои желания, спрашивает Дмитрий. Познание жизнь, пишет Егор из Тюмени. Кладезь мудрости. Так, это не будем. Для Лобковского Бог творец, поэтому смысл жизни в творчестве любом, творить бизнес, творить семью, а его использовать как инструмент творчества. А эго использовать. Наталья, 34 года, Пермь. Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, то это значит, что он болен просто так. Нет, он не болен, но просто ему плохо. Смысл жизни, чтобы суметь насладиться происходящим, чем бы оно ни являлось, да, именно в этом глаголе «суметь». Маша из Саратова ищет смысл жизни, так и не начав жить, ожидая, оценивая. Люба из Ярославля. Друзья мои, спасибо за звонки, спасибо за смс. И до следующей субботы. Пока.